Кандидаты в депутаты Государственной Думы начали подавать документы по одномандатным избирательным округам. И первым кандидатом по Нефтекамскому округу, куда входит и Илишевский район, стал Рифат Шайхутдинов. В окружной избирательной комиссии города Нефтекамск, объединяющей 11 городов и районов республики, идет тщательная проверка документов, представленных кандидатом. В них содержатся все сведения о нем, и если все соответствует требованиям закона, кандидат будет зарегистрирован. Рифат Шайхутдинов уже представлял интересы жителей северо-западных муниципалитетов Башкортостана в текущем созыве. В течение предыдущих 5 лет его деятельность велась по 3 основным направлениям. Во-первых, являясь председателем Совета по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, он участвовал в разработке более 50 видов мер поддержки бизнеса, что имело особое значение в период пандемии. Второе направление – это работа с обращениями граждан на местах и поддержка инициативы населения в различных проектах. Так, за прошедший период депутату удалось обработать тысячи обращений. У нас принцип такой: если граждане смогли собрать, мы в принципе поддерживаем. Если не хватает, соответственно, средств в фонде, это идет из фонда, который я учредил в свое время, благотворительный фонд «Общее дело», то мы обращаемся к нашим партнерам фонда, это НИФАС, Альтернатива, Бакер, Туймазинская керамика, другие предприятия. Они с удовольствием помогают. Только в Илишевском районе в рамках ППМИ и при поддержке благотворительного фонда Рифата Шайхутдинова в селе Урметово появилась детская игровая площадка. В СДК деревни Иштеряково были заменены окна. В этом году оказано содействие в замене окон Верхнеиркиевской школы номер 4 и ремонте водоснабжения села Юнны. Следующее направление работы – поддержка спорта, образования и медицины. И в последней, как подчеркивает депутат, выявилось множество болевых точек. По медицине, здесь 3 главных момента. Первый, я считаю, что вопрос с оптимизацией медицины требует пересмотра, потому что это была, на мой взгляд, ошибка, что мы взяли и так чисто по цифрам, формально из Москвы пришли разнарядки, в республике рассмотрели, дальше в районы начали сокращать больницы в селах. Поэтому главная была задача здесь, в Илишевском районе, это этот пробел ликвидировать количеством ФАПов. И мы активно поддерживали строительство ФАПов. И вы знаете, практически во всех селах мы построили новые ФАПы, укомплектовали их. Второе направление – это, конечно, укомплектовали вашу поликлинику базовую, в Верхнеиркиево. Мой фонд профинансировал там и стоматологические кресла, мы передали, и, соответственно, в условиях пандемии эти рециркуляторы воздуха, переходы. Сам борец в прошлом Рифат Габдулхакович часто помогал в обустройстве спортивных площадок по всему округу. А на прошедшем Сабантуе в Илишевском районе борцов Куреш порадовал солидный призовой фонд однородного избранника. Победители состязаний получили холодильники, стиральные машины, мультиварки и так далее. Во-первых, я сам в прошлом спортсмен, и активно занимался. В моей биографии есть то, что я с отличием закончил Институт физической культуры и спорта, выступал. Поэтому считаю, что спорт очень важен для того, чтобы детей увести с улицы, и для того, чтобы воспитывать патриотичных, сильных людей. Станет ли Рифат Шайхутдинов одним из кандидатов в выборы в Государственную Думу, станет известно уже через 10 дней. Процедуру подачи документов предстоит пройти всем претендентам до 23 июля, а далее уже начнется борьба, которая завершится 19 сентября, в единый день голосования. Алина Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, телерадиокомпания «Илиш».